Не там вы ищете олигархов, господа чиновники. Ищите тех, кто ворует миллиарды. Наши коррупционеры, как самые настоящие клептократы. 15-16 год из страны было выведено 200 миллиардов долларов. Добрый вечер, мы рады приветствовать вас на Ельмедиа. Итак, чем, думаете, на этой неделе занимались народные избранники в парламенте? Они пытаются создать новое оружие против коррупции. То есть путем законодательных новшеств сломать устойчивое мнение, что коррупция в Казахстане непобедима. И как интересно у них это получается. Прежде чем мы подробнее остановимся на теме «Парламент против коррупции» с лидером парламентской партии Акжол Азатом Перуашевым, обратим внимание на вновь разгорающийся скандал в обществе, а именно на инициативу государства по ограничению сумм мобильных переводов граждан. Знаете ли, это предложение властей может оказаться по силе негативной реакции в обществе гораздо хуже, чем утилизбор или перевод времени на единый часовой пояс. То есть власти хотят контролировать наши денежные потоки непосредственно в наших карманах. Узнаем подробности у нашего журналиста Максима Григорьева. Государство против граждан. Такой вывод можно сделать по инициативам, которые продолжают появляться в парламентском поле. Сначала казахстанцев обложили штрафами, которые предлагается платить даже при прогреве машины, а теперь и вовсе накладывают лапу на мобильные переводы. С недавних пор все банки должны начать финансовую охоту на предпринимателей и казахстанцев, чьи налоговые сведения вызывают у них подозрения. Малейший намек на это, и ты уже под колпаком большого брата из Комитета госдоходов. Речь о мобильных переводах. Чтобы не оказаться под тем самым колпаком, многие предприниматели в своих расчетах возвращаются к наличности. Мы не говорим, что платить налоги не нужно и следует скрывать свои доходы. Мы говорим о переборе надзорного органа, который получает право на преследование тех, чьи финансовые транзакции с помощью мобильных систем превышают 250 тысяч тенге. Если на протяжении 3 месяцев абоненту приходит более 100 таких переводов, то такая финансовая деятельность должна привлечь внимание налоговиков. Ужесточение мер, скорее всего, связано с тем, что власти, взяв под более пристальный контроль деятельность предпринимателей, хотят за их счет пополнить и без того дырявый бюджет. Официально же формулировка звучит так, цитата: «Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие из них получают оплату за товар, работу и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности». То есть это позволяет скрывать доходы. Все это создает крайне неудобные условия для бизнеса и населения. Именно это подчеркнул в своем депутатском запросе вице-премьеру, министру нацэкономики Серику Жумангарину депутат Мажилиса Азат Перуашев. Народный избранник напомнил, что еще после расширенного заседания нового правительства 7 февраля вице-премьер Байбазаров обещал, что подходы к контролю мобильных переводов будут пересмотрены. Однако, вопреки обещанию, они так и не поменялись, а вступили в силу в крайне дискомфортном для бизнеса и населения виде. Депутат добавил, что только на этапе обсуждения данного нововведения Нацбанк заявил о падении мобильных платежей на 30%. И сегодня мы и также видим, что малый бизнес все чаще переходит на наличные платежи. В общем, опираясь на опыт ближайших соседей, депутат предложил пересмотреть формат контроля мобильных переводов. Давайте послушаем, что сказал лидер фракции Акжол на заседании в правительстве. В частности, в соседней России с 2020 года мониторингу подлежат только лица, получающие более 30 переводов в день. При этом каждый платеж должен быть более 1000 рублей, а общая сумма таких платежей должна составлять более 1 000 000 рублей в месяц, что эквивалентно 5,5 миллионов тенге. У нас же под контроль подпадают абсолютно все платежи, включая самые мелкие, с общей суммой 255 тысяч тенге, то есть в 20 раз меньше, чем в соседней России. Кому и какой толк от такого огромного массива ненужной информации?
Что касается определения общей суммы платежей в месяц, считаем заявленный порог в 255 тысяч тенге неадекватным нашим реалиям. Сумму платежей нельзя считать чистой прибылью предпринимателя. На практике рентабельность малого бизнеса составляет 15-20%. И с оборотов 255 тысяч тенге его прибыль составит 50-60 тысяч тенге, то есть меньше минимальной зарплаты. Для того, чтобы чистая прибыль составляла вышеуказанные 255 тысяч, оборот предпринимателя должен составлять более миллиона тенге в месяц. В этой связи Демпартия АК предлагает ввести мониторинг мобильных платежей, начиная с суммы в миллион тенге в месяц. Хотим особо отметить. Малый и микробизнес – это обычные люди, которые честно работают в маленьких магазинчиках, кафешках или оказывают мелкие услуги. Не они воруют из бюджета, не они выводят в офшоры миллиарды. Если такой предприниматель заработает лишние 10-20 тысяч тенге, он эти деньги оставит в стране. К примеру, купит ребенку одежду или немного расширит свой малый бизнес. Не там вы ищете олигархов, господа чиновники. Ищите тех, кто ворует миллиарды. В общем, следить не за представителями малого и среднего бизнеса, а за олигархами, ворующими миллиарды. Таков посыл народного избранника. Прислушаются ли к нему в правительстве и изменится ли что-то после указанного выше обращения? Да, бюджет пополнять налогами необходимо. Это кровь экономики страны и жизнь всего Казахстана. Но действующая сейчас система мобильных переводов, которая предлагает жестко контролировать финансовую деятельность предпринимателей малого и среднего бизнеса, принесет лишь незначительные крохи в тот самый бюджет, которые, как говорится, существенной погоды не делают. Поэтому крутить нужно олигархов, а не их. Но более важным является само развитие предпринимательства. Другим средством для скрытия доходов и увода капиталов всегда была и остается коррупция. Именно эта ржавая опухоль не позволяет стране эффективно реализовывать планы, а казахстанцам воплощать в реальность задуманное. Мой коллега Аян Шарибаев продолжит эту тему, в которой речь пойдет о инициативе формирования реестра коррупционеров. Он расскажет о том, кто может оказаться на казахстанской доске позора. Спасибо, Максим. А теперь вернемся к нашей самой главной отечественной теме, про которую известный кинорежиссер и писатель-сатирик Ермек Турсунов сказал: коррупция – это наша национальная идея. И вот что решили сделать депутаты, чтобы разрушить эту самую идею. Они предлагают запретить выезд за рубеж всех подозреваемых коррупционеров и создать некую доску позора тех, кто уже будет облечен в этом неприглядном деле. В минувшую среду в Мажилисе рассматривался законопроект, направленный на усиление мер по борьбе с коррупцией в нашей стране. Новые положения касаются потенциальных взяточников и взяткодателей, между прочим. Депутатам предлагают усилить наказание за взятки по самое «не хочу», а также усовершенствовать механизмы по доказательной базе подобных преступлений. Итак, первый заместитель председателя агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что законопроект хоть и направлен на профилактику, но в то же время предложил перенести некоторые виды мздоимства из административного кодекса в уголовный и фактически заменить штрафы на реальные сроки заключения. Хорошо это или плохо? Кому как, но думается, что народ только за. Однако, как показывает многолетняя практика, доказывание фактов коррупции оказалось довольно сложным делом, даже при поимке преступника на месте. Частенько власти сами используют всякие лазейки, чтобы заметать следы своих коррупционных действий. Ничего сложного не было бы, если бы Казахстан строго следовал нормам той же Конвенции ООН по противодействию коррупции, принятой в 2003 году и ратифицированной Казахстаном еще в 2008. В Европах, скажем, никого не удивляет то, что если, допустим, к ответственности привлекают гражданина, который просто намекнул на дачу взятки должностному лицу или полицейскому, там с коррупционерами особо не церемонятся. А в странах Юго-Восточной Азии вообще дают вышку без всяких
оправданий. Но у нас пока свои ноу-хау. Правда, с нафталинным таким запашком. Есть такая разработка, как введение доски позора, на которой будут публиковаться данные о тех или иных лицах, совершивших коррупционные преступления, попадающие под тяжкие или особо тяжкие преступления. Об этом чуть подробнее. Наша антикоррупционная служба считает, что выполняет сложные и ответственные задачи. Так это или нет, судить обществу, но то, что ее основное занятие делает ее деятельность все более заметной, это факт. Поэтому будем обсуждать. На неделе первый заместитель председателя антикоррупционного ведомства, все тот же Улан Саркулов, представил публике две новые инициативы: создание публичного реестра коррупционеров и криминализацию любого незаконного вознаграждения, включая даже выраженные в форме благодарности. Непонятно, будет ли считаться коррупцией коробка конфет для нищего учителя, но, во-первых, публичный реестр – это что-то из старой доброй советской киноклассики. Ну, помните, позор пьянице и дебоширу Горбункову СС. Собственно, господин Саркулов не очень-то и далеко ушел от хрестоматийной управдомши в исполнении Нонны Мордюковой, объясняя необходимость явления миру этого самого реестра. Вот как он объяснил инициативу своих коллег, выступая перед возбужденными мажилисменами. Эти лица будут находиться в данном реестре. Суть этого вопроса, это еще раз мы говорим, чтобы люди, мы через общество, чтобы брать такие зайтам зурят болады, типа девлат, вот сонда яд болмаушын, сол тұлғалар тізілімде в том же списке, то есть они будут находиться. Прошу прощения, но как это следует вообще понимать? Как в поговорке «на миру и смерть красна»? Во-первых, кто будет первым записан в этот реестр? Они сразу начнут с буквы «Н», например, Назарбаев. Это весьма сомнительно. Или с буквы «К», например, Кулибаев. Тоже маловероятно. В данный реестр будут вноситься не все подряд, а только, цитата, «осужденные за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления». Основанием для включения в реестр станет вступивший в законную силу обвинительный приговор. Конец цитаты. У киногероини Мордюковой был мощный инструмент воздействия. Помните, если не будут брать, отключим газ. А что есть у вас, уважаемые представители антикоррупционных ведомств, кроме ссылок на международный опыт и утверждения, что создание реестра не потребует дополнительных бюджетных расходов? В итоге человек, вроде бы обреченный на вечный уят, спокойно уедет из страны к заранее вывезенным в далекие теплые офшоры чадам и домочадцам, сберегшим заранее вывезенное туда же все, что нажито непосильным трудом. Да и когда вообще воров от власти интересовало мнение народа? Именно на это, к слову, обращал внимание доблестных борцов с коррупцией мажилисмен Азат Перуашев, предлагая запретить всем особо знатным любителям мзды, отмотавшим положенное, реже полностью, а в основном условно-досрочно, выезд из страны. И что же? А ничего. В ответ вождь Ахжола не услышал ничего маломальски вразумительного. И потом, обратите внимание на оговорку зампреда Антикора: чтобы не было стыдно. Или все-таки, чтобы было. Азат Турлыбекович еще ответит на несколько наших вопросов, а пока у нас возникают веские сомнения. Как справедливо заметила в своем телеграм-канале наша коллега Джемиля Маричева, цитата, «пока реестр коррупционеров не более чем рекламный ход и повод для новых шуток. В нашей стране нет института репутации, и пойманные коррупционеры нередко живут свою лучшую жизнь, неважно, записали их в реестры или нет. Особенно те, что по мелочам не разменивались и крали вагонами». Давайте разовьем тему немного в другой плоскости, но закрепив мысль о том, что казахстанцы и без всякого официального списка коррупционеров
знают, кто есть ху в Республике Казахстан. Где-то в правовой природе существует другой реестр, куда включены, а точнее должны быть включены фигуранты расследования по делам, связанным с возвратом капиталов. Список этот тщательно засекреченный и мощно охраняется сотрудниками прокуратуры. Более того, нам постоянно угрожают, что, мол, нужно пользоваться официальной информацией, а она, как известно, скудна и малоинтересна. И это еще не все. Помимо многочисленных фактов того, что правоохранительные органы дезавуируют дела в отношении сильных мира сего, есть немало сообщений, когда они их, прямо скажем, отмазывают. Приведем лишь несколько примеров. Осенью 2022 года, после серии наших выпусков о делах и делишках братьев Нигматуллиных, а также сообщений наших коллег из агентства Костак о возбуждении уголовных дел в отношении близнецов-олигархов, Генпрокуратура поспешила сделать заявление, что ничего такого в природе нет. В частности, главный надзорный орган в ответ на запрос портала Total.kz ответил, что, цитата, в отношении бывшего спикера Мажилиса Нурлана Нигматуллина уголовных дел не имеется. Конец цитаты. При этом было подчеркнуто, что бывший председатель КНБ РК Амангельды Шабдарбаев в интервью журналисту Гульжан Ергалиевой на Ютубе заявил, что Нурлан Нигматуллин якобы причастен к событиям в январе 2022. Потом были подобные сообщения и по его брату Ерлану Зайрулаевичу, за которого вступились карагандинские бизнесмены, включая тех, кто раньше считался жертвой рейдерства его людей. То есть, еще раз, Генеральная прокуратура, которая часто игнорирует запросы независимой прессы, вдруг мигом отвечает на вопросы редакций, которые их называют провластными или числятся служивыми подмостков медиаимперии той же Дариги Назарбаевой. И такая практика не единична. Буквально недавно Генпрокуратура, а вместе с ней Антикор и КНБ дружно сообщили в ответ на запрос Бесмедиа, что уголовные дела, это цитата, в отношении Александра Клебанова, Нурлана Нигматуллина, Берика Имашева, Нурали Алиева и Дариги Назарбаевой не расследуют. Тут можно было бы напомнить, что любая резонансная публикация в СМИ автоматически считается запросом в уполномоченные органы. По крайней мере, они должны реагировать на них. Глава того же комитета по возврату активов при Генпрокуратуре Нурдаулет Суиндыков даже признавался, что якобы они следят за сообщениями в прессе, но молчат. Молчат и даже на наши официальные запросы не отвечают. Например, в тот же КНБ и в Минкульт, у которых мы интересовались реакцией на депутатский запрос Ермурата Бапи по поводу реванша Дариги Нурсултановны и манипуляции общественным мнением. Нам поступили уведомления, что заявление зарегистрировано, а потом полный игнор. И это только один свежий пример. Там они что, все засекретили или попросту выгораживают бенефициаров? Кстати, как тут не вспомнить теперь уже официальное засекречивание личной жизни Назарбаева и членов его семьи? Семья, как говорится, у него большая, а тайн вокруг нее еще больше. Впрочем, многие эти тайны являются секретом полишинеля для казахстанцев. А только за последние 3 года журналисты-расследователи выложили гигабайты информации о многомиллиардных активах, принадлежащих охраняемому законом экс-президенту. Получается, все знают, и у народа есть собственный список клептократов. Он, к слову, во многом совпадает со списком британского парламентария Маргарет Ходж, озвученным в феврале 2022 года, а также с санкционными списками окружения Назарбаева, которые были поданы нашими активистами в Конгресс США и в Европарламент, не говоря уже о героях программ на Ельмедиа, тех самых фигур старого Казахстана, успешно перекочевавших в новый. Если отдельный список этих и созвучных с ними лиц и существует в недрах Генпрокуратуры и Антикора, то, похоже, он находится в папке «Неприкасаемые» и с пометкой
любым способом отказать в расследовании. Вот только кто ставит отказные резюме под такими делами? Кто становится инициатором заявлений о том, что никаких досудебных расследований не ведется, пока остается неясным. Есть мелкие сошки в виде зампрокуроров или замначальников следственных управлений, но мы-то с вами понимаем, что не они принимают решения. Ясно одно, что все сейчас сводится к прокуратуре, как к главному надзорному органу. Именно она одобряет постановления о возбуждении уголовных дел, и она же отказывает в них. Может быть, там в надзорном органе, ко всему прочему, есть некий специальный отдел или институт по обеливанию. И получается, что прокурорствующие элементы являются некими адвокатами этих самых неприкасаемых, по сути, покрывая их преступления прошлого и, возможно, настоящего. А этому, между прочим, посвящена отдельная статья Уголовного кодекса «Сокрытие уголовного правонарушения, совершенного в группе лиц по предварительному сговору и с использованием служебно-должностного положения». Там, правда, всего до 5 лет лишения свободы, но, по видимости, это того стоит. Сколько именно стоит? Тоже неизвестно. Вообще за последние 3 года наблюдается занятная вещь. Вроде бы президент дает конкретные поручения и инициирует полезные вещи, а потом выясняется, что идет откат назад. Откат за откат получается. Многие уже это называют прямым саботажем поручений Токаева, но сам Касым-Жомарт Кемелевич почему-то молчит. Впрочем, сейчас не о нем. У нас на связи депутат Мажилиса, лидер парламентской фракции Ак-Жол Азат Перуашев, общение с которым мы анонсировали в самом начале выпуска. Добрый вечер, Азат Турлыбекович. Благодарим, что нашли время для того, чтобы ответить на наши вопросы. А начать хотелось бы, скажем так, с бытового. На уровнях пониже наши граждане дают на лапу, простите за ускорение очереди, в детсад. Или чтобы не платить штрафы за нарушение правил дорожного движения, суют цоновским клеркам за быстрое решение вопросов, ну и так далее. Скажите, как быть с той самой нулевой терпимостью к коррупции, о которой все говорят, но никто ее не видел и даже не понимает, что это вообще такое? Ответ и одновременно и простой, и сложный. Не давать взятки, не предлагать взятки, не принимать взятки. У нас, к сожалению, как правильно мои коллеги отмечают, там вот вчера, в том числе во время обсуждения вот этого закона о противодействии коррупции, коллега Пономарев Сергей Михайлович интересную вещь сказал, что у нас вообще-то есть еще и культура благодарности, да, дал на чай, это будет как взятка смотреться или нет. В принципе, когда речь идет о незначительных суммах, вы посмотрите, и на Западе, в принципе, официантам на чай дают, таксистам на чай дают. Это взятка? Нет, там это нормально, иногда включают счет, иногда не включают счет. Я помню, что когда вот мы в Штатах приезжали, например, нам рекомендовали таксистам, официантам 15% от счета, как бы, будьте добры, чтобы, как бы, не выглядеть невоспитанными, скажем так, да. Вот это, наверное, не взятка, это часть какой-то такой потребительской культуры, наверное. Вот. Что касается взяток, то я не соглашусь с тем, что это, значит, кто-то бегает, ищет кому раздать. Знаете, у нас был такой Серик Баймагомедов, он был председателем таможенного комитета, потом министром МВД, потом его осудили. Когда он был министром таможенного комитета, я тогда возглавлял Атамикен, и вот мы с ним прилетели на таможню Харгос, собрали, значит, ну, по моей просьбе, поскольку было очень много жалоб от предпринимателей, участников внешнеэкономической деятельности. И вот они начали ему, они так обрадовались, что приехал начальник, значит, таможенной службы, и наконец они смогут ему высказать все свои обиды и проблемы, и начали ему бурно рассказывать, значит, как тут с них вымогает, и он вдруг встает и говорит: вы развращаете моих честных таможенников, ходите тут по кабинетам, пихаете свои, значит, вонючие деньги им. Я говорю: Секе, я что-то не видел никогда человека, который ходил бы с деньгами и спросил бы, кому их отдать. Люди отдают тогда, когда с них вымогают. Другое дело, что это вымогательство может быть явное, может быть неявное. Когда создают проблемы, человек не может
решить свой вопрос без того, чтобы, значит, он сам не был вынужден эту взятку предложить. Поэтому вот и вчерашнее вот это обсуждение законопроекта, когда предложение взятки, значит, тоже теперь будет как бы, значит, преследоваться по закону, считается коррупционным действием. Наверное, правильно, но вопрос не случайно в Уголовном кодексе есть норма о том, что в тех случаях, когда взяткодатель был вынужден дать взятку, находился в зависимом положении, либо сообщил о факте взятки, значит, то тогда он освобождается от ответственности. Вот, поэтому я думаю, что все-таки те, кто требует взятки, те, кто создает условия, когда вынужден человек давать взятку, инициатива находится на их стороне. Не вымогайте, просто, господа, от которого зависит решение. Иногда это, кстати, не обязательно чиновники. Вот мы, фракция ЖОЛ много лет добивалась того, чтобы мы узаконили, распространили антикоррупционные нормы и на корпоративную коррупцию. Нам отвечали много лет, значит, что, ну, не то, что много, но лет 5-6 отвечали нам, что коррупция это только госслужащие, это только чиновники. Я говорю, хорошо, а вот крупные корпорации, у них тоже закупки, значит, у них процедуры, значит, там закупок есть, у них есть процедура трудоустройства. А я знаю, что в крупных компаниях, у меня прям сигналы были, там для устройства на большой кабинет там, от $500, например, просто стоять в резерв кадров, чтобы, например, да. А тем более, когда речь идет про крупные закупки, там, значит, корпоративные, то там вообще цифры выскакивают в процентах от суммы сделок и так далее. Вот. Поэтому говорить о том, чтобы, значит, не вымогали только чиновники, не совсем корректно. У нас, к сожалению, получилось так, что сегодня, ну, любой, не обязательно он на госслужбе, не на госслужбе, может быть, в крупной компании, может, в банке. Кстати говоря, тоже были в свое время опросы, проводил общественные фонды, которые показывали, что примерно половина предпринимателей сталкивалась с ситуацией, когда они вынуждены были давать взятки для того, чтобы их, значит, проект проходил, получил необходимое финансирование, кредитование. Вот. У нас получается так, что иногда специально создают ситуации, когда проблему нужно решить, и потом даже могут намекать, а может и намекать, делать вид такой, как бы вынужден, ну вот надо тебе помочь, но... Вернемся к нынешнему законопроекту. Сначала в рабочем комитете, а потом с трибуны Мажилиса вы заявили о необходимости ограничить выезд из страны для тех, кто был осужден по коррупционной статье. Господин Царкулов, первый зампред Антикора, вам что-то невнятное пробубнил в ответ. Но как вы сами видите этот самый законодательный запрет? Понятно, что законодательство или ответственность должна иметь не только цели там, посадить в тюрьму, как я, кстати, задал вопрос, когда Царкула говорил, что у нас нет, не главная задача посадить в тюрьму, главная задача минимизировать ущерб, да? Компенсировать ущерб, то есть вернуть, возместить тот ущерб, который действия коррупционеров нанесли экономике, стране, государству. Вот. И с этой точки зрения мы и говорим о том, что даже коррупционер, если отсидел, значит, надо запретить выезд ему за рубеж. Мы говорим про крупных воров, то есть не про тех, кто там, значит, там, как называется, взятку борзыми щенками берет, да, а те, кто не в конвертах, а, значит, берет в крупных суммах. Я, кстати, приведу пример. Еще в 2013 году мы делали запрос, я вот выступал там. Значит, такая была компания, медтехника, по-моему, как-то так она называлась, при Министерстве здравоохранения, которая закупала медицинское оборудование через Маршалловы острова по цене в 3 раза дороже, чем эта же техника находилась в Казахстане. Или закупали лекарства в 3 раза дороже, чем эти лекарства стоят в цене на прайсе у производителя на сайте. То есть понятно, что на самом деле никто там не переплачивает. Просто это деньги выгонялись из страны, и вот это сверху 2 суммы оставались на счетах на тех же Маршалловых островах для этих товарищей. Вот, поэтому сейчас коррупция, она такая уже, скажем так, оцифровалась, осовременилась, и борзыми щенками или конвертами почти не берут, кроме мелочи там какой-то. Второй момент, ну вот, один из моих таких наглядных примеров, когда, значит, проводился в Алматы тендер на закуп, значит, если не ошибаюсь, трансформаторов, и наши отечественные производители предложили трансформаторы по одной цене, современные, все. Вдруг, значит, управление строительства города Алматы
отвергает заявку казахстанского производителя, ссылаясь на то, что, значит, что на самом деле они поставляют не свое, а завозят китайское под видом, значит, казахского. И в этой связи закупили трансформаторы украинские. Причем я об этом сделал запрос, выступил в парламенте. Тогда акимом был Байбек. Он мне звонит и говорит: Азат Нуриевич, приедьте, пожалуйста, мы хотели бы разобраться. Я приезжаю, начинаем выяснять. Выясняется, вот привожу письмо, где, значит, на основании чего они, значит, отклонили заявку отечественного производителя. Получается, это письмо подписал какой-то 27-летний заместитель, на тот момент исполняющий обязанности начальника производителя. Начальник производителя был то ли в командировке, то ли заболел. Вот этот парень, во-первых, подписал, а там сумма была, по-моему, ну какая-то то ли на 30, то ли на 40 миллионов долларов закуплена. Значит, и он, оказывается, после этой сделки тут же уволился, уехал и отказался от гражданства Казахстана. То есть, судя по всему, парнишка снял свою, значит, там маржу, может быть, 3, может, 4 миллиона долларов, и решил, что это ему хватит на всю оставшуюся жизнь, которая вся еще впереди, и уехал из Казахстана, взял какое-то там другое гражданство. То есть, это к чему? О том, что коррупция на верхнем уровне, когда речь идет о миллионах долларов, ну, в тенге это миллиарды, да, она не в Казахстане накапливается. В чем отличие, скажем, вот корейских и японских, кстати говоря, коррупционеров? Там же тоже коррупция очень сильно развита. Регулярно там кто-то с окон выбрасывается и так далее. Особенность корейских и японских коррупционеров в том, что они эти деньги из страны не выводят. Они вкладывают эти деньги в своей стране. Заводы покупают, дома строят, там еще что-то. Вот в итоге эти деньги остаются в экономике и работают на экономику, создают добавленную стоимость, создают рабочие места. Наши коррупционеры, как самые настоящие клептократы, они деньги выводят из страны и не собираются в эту страну возвращаться. Поэтому они сознательно идут, зная, что рискуют, что их рано или поздно схватят. Схватят их, они 40 раз украдут, поймают их один раз, осудят их один раз. По закону, значит, конфискуют у них только то имущество, которое было связано с последним случаем, все остальное у них остается, как их собственность. Осудят их там на 5, 6, 8, 10 лет. Через 2-3 года они им заменяют на штрафы, причем по стоимости там, чтобы не ошибиться, по-моему, 1 МРП за 4 дня расчет. То есть за год получается где-то 100 МРП. Сколько это? Ну, 300 тысяч, да, наверное, 350 тысяч, наверное, тенге за год. Вот ему отсидели, значит, 8 лет, он отсидел 2 года, за 6 лет он оплатит 2 миллиона тенге. И все, и он свободен как птица, и он к тем миллиардам, которые никогда в жизни не заработал бы, в этих в Лондонах, в Дубаях, в Сингапурах, спокойно уезжает и ими пользуется. Вот мы как раз таки, исходя из этого, предложили запретить этим лицам, которых официально признали, что они коррупционеры, официально признано, что они преступники, их осудили, запретить выезд из Казахстана. Потому что наши органы очень часто даже не знают вообще, сколько они наворовали. Потом их ловят там в одном случае из 40. Не знают, где эти деньги. В нынешних условиях с офшорной зоны на офшорную зону со счета на счет перекинуть никаких проблем. Поймать, вернуть эти деньги практически очень и очень сложно. Вот ситуация показала наш опыт. Смотрите, год действует закон о возврате капиталов. За этот год вернули около триллиона тенге. Где-то 900 миллиардов. Это 2 миллиарда долларов. А по данным международного консорциума журналистов-расследователей, да, только там на 15-16 год из страны было выведено, находилось только на банковских счетах в офшорных зонах, не считая вилл, значит, дворцов, самолетов, яхт, 200 миллиардов долларов. Вернули 2, то есть вернули менее процента, которые были 10 лет назад. Сейчас суммы еще другие уже. Может быть, сейчас речь про 0,5%. То есть сказать, что эта работа идет, но сказать, что она сильно эффективная, достаточно непросто. Вот поэтому, поскольку наши органы, даже следственные органы, даже не имеют представления, о каких суммах идет речь в данном случае, в отношении коррупционера, сколько он украл, где эти деньги, все ли у него забрали или нет, вот именно в таких случаях, раз уже он признан официально вором, ограбившим свою страну, свой народ, надо запретить ему, значит, эти деньги, то есть уезжать из страны. Тогда, поскольку он же воровал для себя, он же захочет все равно пользоваться теми благами, которые он от своего народа украл. Но у него, если не будет возможности уехать к этим деньгам, он вынужден будет эти деньги возвращать в страну. Да, наверное, уже не как компенсация, а, скажем, там, в виде каких-то инвестиций, создав какую-то компанию, но эти деньги вернутся в страну и будут работать, инвестироваться в экономику.
Это будут те же рабочие места, та же добавленная стоимость, те же налоги и так далее, и так далее. Вот я здесь подошел даже не с точки зрения, может быть, правовой, а с точки зрения экономической. Деньги должны работать. И работать должны на нашу страну, а не на какую-то там Лондон, Париж, Дубай и Сингапур. Вот с этим связана была наша поправка, причем мы вносили ее неоднократно, начиная с 2017 года, но каждый раз госорганы говорили, что еще рано, общество не созрело, там вопрос комплексный, надо решать комплексно, надо привязать много других вопросов, и все время спросить отложить. Наконец, в прошлом году, когда мы в очередной раз внесли, нам правительство наконец дало положительное заключение на эту поправку, но при обсуждении этой поправки во вторник, в этот вторник на рабочей группе, Минюст, который вообще-то структура, входящая в правительство, заявил, что надо отложить, этот вопрос надо решать комплексно, и, значит, это постановление правительства, заключение правительства его ни к чему не обязывает. Я обращаюсь, у меня на телеграм-канале это есть, этот разговор, к представителю правительства, который обычно всегда одергивает, когда вице-министры или там министры или представители министерства начинают свои игры играть. А я их одергиваю. Есть официальная позиция правительства, ты кто такой? Это коллегиальное решение, просто выполняйте его. А тут только она тоже, представитель правительства начала вилять, что у министра может быть свое особое мнение там, и так далее. Он же не говорит против, он говорит, надо доработать. Я говорю, вы 7 лет дорабатываете, еще 70 лет будете дорабатывать. Поэтому я и вчера в ходе пленарного заседания, когда, кстати, та поправка носилась с нами в другой закон, закон об уголовно-процессуальном законодательстве. Но параллельно идет закон о противодействии коррупции. Я задал вопрос первому заместителю председателя Антикора, может быть, в их закон, этот закон направить, но вы правильно отметили, он как-то так ответил очень неконкретно, более того, он сказал, что надо начинать с себя, вот о чем мы сейчас поговорили. Начни с себя, пожалуйста, возьми на себя ответственность, обозначь свою позицию. Потом сказал, что это голословные, он не собирается обсуждать голословные. Как голословные? Это официально, значит, конституционное право депутата внести поправку. Более того, есть официальное заключение правительства, о чем я ему трижды сказал. Вот официальное заключение правительства. Ваша позиция. Я не могу убрать, я не шучу, значит, я не могу. Хорошо, видимо, он толковый парень, он, я, насколько знаю, достаточно квалифицированный, но в данном случае, возможно, устал, значит, в ходе обсуждения, или я его сильно, значит, достал своими вот этими трижды или четырежды борослову снова и снова. Но для меня это вопрос достаточно принципиальный. И для меня, и для фракции «Ак-Жол». Я вам, Мирас, могу поделиться. 2 часа назад эта поправка была принята. Во вторник ее отложили, но сегодня Абзал Коспан, руководитель рабочей группы по уголовно-процессуальному законодательству, после нашей этой пикировки, наших споров и большого резонанса, который вышел в обществе, все-таки мы видим, что общественное мнение работает, я вам скажу. Сегодня на заседании рабочей группы этот вопрос вынесли снова и единогласно, опять же, несмотря на возражение Минюста того же самого, в прошлый раз она сработала, в этот раз все коллеги, значит, и Марат Башимов, и Мурат Абенов, и многие другие коллеги не просто голосовали, а еще и поддержали и включились в соавторы этой поправки. Поправка принята, но теперь надо, чтобы ее поддержал и комитет, и пленарное заседание Маджлиса, и Сенат, и потом она пойдет на подпись к президенту. Так что после 7 лет нам удалось настоять на своей вот этой инициативе. Возврат активов. Как нам кажется, процесс, очевидно, замедлился. По вашему мнению, кто или что препятствует этому процессу? Почему нынешняя власть не привлекает к ответственности представителей окружения первого президента? Ведь о них многое известно, и даже подавались иски против них. Речь идет о Тимуре Кулебаеве, Алие Назарбаевой, братьях Нигматуллиных, Дариге Назарбаевой и так далее. В чем причина того, что эти лица не привлечены к ответственности? Это связано с тем, что их защищают люди, которые перешли из старого Казахстана в новый, или их преследование может привести к каким-то государственным потрясениям? Вы знаете, когда тот же закон о возврате капиталов обсуждался, мы задавались вопросом, спорили, например, почему речь идет только про те капиталы, которые составляют более 100 миллионов долларов, которые, владельцы которых, значит, могут привлекаться в рамках этого закона. И нам тогда разработчики объясняли, что это первый этап, дальше видно будет. Потому что я тогда говорил, что если 99 миллионов украл, он что, теперь мы ему это простили, этому вору, этому коррупционеру?
Или, значит, вообще-то людей за к крупным хищениям там относятся, по-моему, начиная, чтобы не ошибиться, там от 60-40, что ли, миллионов тенге уже относятся. Я сейчас боюсь соврать, я не как называется, не криминалист, да, но, по примеру, в этих параметрах. А тут речь про миллионы долларов украденных, и мы вдруг так благодушничаем. Это объяснили, что просто есть некий уже перечень, куда эти товарищи относятся, которые нам не совсем товарищи, да. Вот, и они стоят в первую очередь. Я, кстати, если помните, президент Токаев в одном из своих выступлений сказал, что он отметил данные, значит, международных аудиторских компаний, что 162 человека в Казахстане владеют 60% всего национального богатства. И, наверное, речь была бы здраво ожидать проверки вот этих именно 162 лиц на законность происхождения их состояний, их капиталов, особенно учитывая, что, как говорил Рокфеллер, готов отчитаться за каждую копейку кроме первого миллиона, да? Вот. И учитывая, что некоторые из них, они никогда, значит, в бизнесе не работали, а всю жизнь двигались на государственной службе. Вот. Но мы видим, что даже сама работа этой комиссии, она закрыта, носит закрытый характер. Тогда мы тоже вопрос задавали. Мы говорили о необходимости парламентского расследования института, чтобы это работало официально. Ну, как мы смотрим там фильмы, да, про те же Штаты, где идут парламентские слушания, и перед парламентской комиссией приглашенные, там, невзирая на лица, отвечают. Вот недавно только там, по-моему, Илон Маск, по-моему, или кто там из, то ли Билл Гейтс, перед комиссией отчитывался о, значит, своей работе и отвечал на неудобные вопросы конгрессменов в открытом режиме. Но аргументы были у разработчиков такие, что само возникновение вопросов по тем или иным капиталам может привести к их обесценению. Такой аргумент имеет право на существование, поскольку надо иметь в виду, что если говорить про крупный бизнес, как правило, он акционирован, и его, во-первых, ценные бумаги котируются в том числе на международных рынках. Во-вторых, в случае его реализации, если, скажем, Казахстан решит от какого-то актива зарубежного избавиться и вернуть эти деньги в страну, значит, он потеряет в цене при реализации. То есть тогда экономика Казахстана потеряет от его продажи. То есть аргументы к тому, чтобы эта работа велась в достаточно таком закрытом режиме, они, повторюсь, имеют право на существование. Тем не менее, вот то, что мы видим, по факту сегодня вот все общество там обсуждает 3-4 фамилии, которые, значит, подверглись вот этим процедурам, обезжириванию, что называется, да. Вот. А те, вот, о которых вы говорите, и вот эти 162 фамилии, они почему-то нигде не появляются. Да, можем предполагать, что речь идет о том, что в отношении их все-таки такие процедуры проводятся. И по некоторым из тех людей, которых вы назвали, был разговор, что в отношении какие-то там действия предпринимаются. Но нельзя исключать и того, что сказал Ермурат Бапи. О том, что есть определенная поддержка, есть определенные интересанты, которые взаимосвязаны, которые на каком-то уровне пытаются эту работу, значит, притормозить, придержать. В том числе, как мы вот перед этим обсуждали, до определенного этапа времени. Возможно, что какие-то лица заинтересованы уйти из Казахстана, значит, реализовав здесь свои проекты. Вот. Но тут это одна часть вопроса. Вторая часть вопроса в том, что нужно учитывать, что крупный бизнес, он же строится годами. И просто сменив собственника, не факт, что этот бизнес заработает. Тут нам очень важно не нанести ущерб экономике. От того, что, ну, вы знаете, я вот по опыту вам скажу, много случаев было, когда в прежние годы захватывали рейдерскими способами успешный бизнес, а потом не могли вот эти захватившие фигуранты, потом не смогли этот бизнес удать дело, и он на этом закончился. Посмотрите, сколько у нас... Я, когда возглавлял Атамикен, пришел в 2006 году, и до 2011 года возглавлял, я скажу, что тогда в каждой отрасли было до десятка крупных субъектов бизнеса, которые друг другу были конкурентами. И мне стоило большого труда сажать их за один стол, заставлять их общаться друг с другом, разговаривать, с тем, чтобы мы перед правительством выступали с единой позицией.
Вот. А потом постепенно практически 90% этих крупных бизнесменов исчезли. Их бизнес был либо выкуплен, либо захвачен, либо они были посажены, либо сбежали, уехали из страны. К сожалению, к огромному, я с ними общаюсь, там, с тем, кто уехал. Есть, с сожалением говорю о том, что некоторые пострадали, некоторые из жизни ушли, но фактически многие отрасли оказались монополизированы. Это еще, а некоторые эти бизнесы просто развалились, потому что их захватили кто-то, а ума не дали. Разрушить-то легко. Посадить человека при неограниченных возможностях, наверное, тоже получалось у некоторых лиц. А вот бизнес правильно настроить, чтобы он работал как часы, чтобы он приносил прибыль, чтобы он не сбоил, это огромный труд. И ошибаются те, кто думает, что вот ты взял, захватил там предприятие, и оно будет само по себе работать. Нет. Это не кусок золота, который ты взял, положил в сейф, и он будет лежать. Нет. Создание добавленной стоимости – это большой рабочий процесс, связанный с управлением, с отношениями, с финансами, с прозрачностью, с подотчетностью, с контролем и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я к чему говорю? К тому, что просто там отобрать бизнес сейчас у кого бы то ни было, даже в рамках вот этой, возврата капиталов, это не факт, что от этого экономика выиграет. Скорее всего, или в достаточно высокие риски, что экономика от этого проиграет. Мы потеряем действующий субъект экономики. Поэтому тут целый ряд факторов, которые, наверное, влияют на принятие таких решений. Но я думаю, что в любом случае государство задача, во-первых, поставлена, главы государства поставлена задача по наведению порядка, по восстановлению справедливости, по возврату незаконно захваченных активов. У меня сегодня целый ряд, я, кстати, неоднократно выступал с запросом, мы с вами об этом говорили, когда под видом борьбы с олигополиями, на самом деле отбирают бизнес, до сих пор это происходит у добросовестного предпринимателя. Это тоже есть. Или вот ко мне недавно обратился одна группа предпринимателей, у них отняли 3 месторождения там вместе с горно-обогатительным комбинатом в Карагандинской области. Причем отняли известные лица, которые сейчас сами привлекаются к уголовной ответственности. Но когда у них отняли, эти активы просто передали в государство, вернули государству. Они говорят, это наш бизнес, у нас его захватили. Я говорю, нет, в рамках возврата это вернули государству. Так кто его управлять теперь будет? Теперь стоят эти 3 месторождения, стоят там эти, разобранное оборудование горно-обогатительное, без движения стоит. Кто от этого выиграл? То есть вопрос достаточно сложный. И здесь очень важна роль таких структур, Мирас, как ваша, как в лице, скажем так, глаза общества, глаза народа, и глаза народа, который бы не давал расставиться тем людям, которые поставлены наводить в этой системе порядок. И нас тоже, с нас тоже ответственность не снимается, ни в коем случае ответственность за то, чтобы этот процесс не дать затухнуть, чтобы не дать его саботировать так, чтобы остановить вообще. Нет. Надо постоянно теребить эту тему, надо постоянно ее требовать отчетности. Кстати говоря, средства, которые подлежат возврату, они поступают в специальный фонд при Генеральной прокуратуре. И это руководство фонда обязано ежегодно отчитываться. Во-первых, средства должны расходоваться согласно закону о возврате капиталов, должны расходоваться согласно бюджетному законодательству, соблюдению бюджетных процедур. И затем, ежегодно должна публиковаться отчетность о результатах деятельности этого фонда. Но мы же ждем, там мы будем требовать, увидим и будем требовать, насколько прозрачно, насколько адекватно эти средства используются. Мы сегодня видим, что строятся там школы, социальные объекты, спортивный комплекс, это все хорошо, но заявлялось же, повторюсь, о том, что возвращено там около триллиона средств, порядка 900 миллиардов. А мы как-то посчитали, туда ушел миллиард, туда ушло там 20 миллиардов. Пока эта сумма не выходит. Судя по всему, имущество изъято, но в виде денег оно еще не поступило. Его нужно либо реализовать с аукциона, если это в нашей стране, если за рубежом, его нужно тоже там реализовать. Почему я и говорю, что основание о том, что нельзя такие вещи делать, сразу публиковать, чтобы не нести ущерб экономическим интересам, оно достаточно обоснованное. Так что вопрос такой, непростой. Спасибо большое. Ну что ж, давайте подведем некие итоги. Несмотря на многочисленные поручения президента Токаева и декларируемую нулевую терпимость к коррупции, результаты этой борьбы остаются, мягко говоря,
скромными. Граждане страны открыто говорят, что их ожидания не оправдались, а сам процесс, например, возврата незаконно выведенных капиталов какой-то вообще выборочный, совершенно непрозрачный и вообще он практически заморожен. Станет ли ограничение выезда для подозреваемых в коррупции эффективной мерой? Это вопрос времени. Ну и как раз времени-то у нас с вами не так много. Оно ведь неумолимо движется вперед, и пока часы тикают, вместе с бегущей в вечность секундной стрелкой падает и доверие граждан к государственным институтам. Нельзя об этом забывать. Всего вам доброго, уважаемые наши зрители. Не забывайте подписываться на наш канал и попросите ваших друзей и близких сделать это. Комментируйте, мы все читаем. Берегите себя. Аман сау, болныздар.